вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать тружеников тундры, жителей и почетных гостей Инты на фестивале народного творчества «Сельские самоцветы». В нашем округе достаточно много деревень и сел, где проживает коренное население. Свои обычаи, традиции и язык они демонстрируют широкой публике в рамках фестиваля самодеятельного народного творчества «Сельские самоцветы». Фестиваль «Сельские самоцветы» проводится в Инте с 2004 года. В его рамках в город съезжаются сельские творческие коллективы со всего нашего округа. Программа фестиваля всегда разнообразна, но главное, что остается неизменным – сохранение исконных традиций, культуры, художественных промыслов и ремесел народа Коми. Я поздравляю вас с этим замечательным событием, с очередным праздником «Сельские самоцветы», с очередным ТРП-кором, который у нас, к сожалению, прервался на пандемию. И хочу поделиться одним наблюдением. За последние 2-3 года в интинских селах и в отрасли оленеводства произошло немало добрых событий. Пусть не очень больших, но добрых, которые были восприняты жителями нашими очень положительно. А самое главное, мы снова увидели, что на севере нет равнодушных людей. И в реализации каждого проекта, будь это народный бюджет, будь это депутатские наказы, будь это благоприятная среда, будь это развитие оленеводства, мы видели неравнодушных людей. Неравнодушием силен север. Мне очень приятно всех поздравить с сегодняшним мероприятием. Приятно, потому что сельские самоцветы уже 15 лет являются, наверное, самым значимым этнокультурным событием Инты и неизменно привлекают большое количество исполнителей, что особо ценно и молодых, и опытных исполнителей. И это, наверное, как раз одна из форм передачи коми-культуры, коми-традиций нашим последующим поколениям. И хочу поблагодарить руководство города за поддержку, всемирную поддержку вот таких мероприятий и фестиваля. Творческий концерт предваряет наш главный туристический праздник Терепкер и собирает гостей со всей республики и за ее пределами, работников тундры, сельчан и всех, кому любима коми-культура. Нас пригласили, нам было очень приятно, радостно. Уже сразу такое волнение начинается, и чувствуешь себя, что ты нужен кому-то. И это очень вдохновляет. Я вот уже лет 50 в этой сфере как бы. И очень радуюсь. Как будто молодею, когда я вижу молодых. Наш город давно и плодотворно ведет дружбу с поселком Харута из Ненецкого автономного округа. До него в зимнее время можно добраться по Зимнику, а летом по реке. Путешествие занимает несколько часов. В Инту на дни праздника приехало немало оленеводов-ненцев, а также фольклорный коми-коллектив. Мы еще молодые были тут, шахтеры были, мы тут знакомились, мужей отсюда взяли. И вот уже общаемся, уже внуков, правнуков нянчим. Дома разговариваем по коми, а дети приезжают, общаемся, уже на русский язык переходим. Они как бы не сильно желают, наверное, общаться, а я все равно приучаю. Надо, лог, бур, ставус бур жале. Поселок в заполярном районе Нау окружен территорией Республики Коми, соседствует с Интой. В Харуте проживает порядка 400 человек. Преимущественно его жители занимаются оленеводством. Здесь расположена база оленеводческого сельскохозяйственного производственного кооператива. У нас к Ненецкому относимся, но так-то это было на границе Коми СССР.
на границе мы были. А сейчас администрация и все находится на Ренмаре. Ваши оленеводы завтра будут принимать участие? Вот не знаю, возможно. Должны были подъехать, и у нас председатель наша должна приехать, молодая девушка, активная, подняла наш колхоз. Мы уже думали, Харута, прощай, до свидания. Но нет, процветаем и даже призовые места по оленеводству занимаем. Каждое выступление коллективов как яркий самоцвет, который нанизывается на единую нить коми-культуры и складывается в драгоценное украшение. Культура коренного населения нашего региона многогранна и прекрасна. Все ее грани показывает фестиваль «Сельские самоцветы». Коми, да. Родители ездили в оленеводстве. Брат тоже ездил. А мы в селе, работала в селе в магазине в Альдвауме. Альдваум коми говорящее село? Говорите по коми? Да, конечно. Ну там же у нас в основном сейчас уже пенсионеры остались. И разговариваем по коми. Носят еще традиционные костюмы у вас? Сохраняют как-то? Ну, традиционный костюм мы, конечно, не носим. Потому что старые бабушки уже все умерли, их уже нету всех. А мы только когда концерты вот так одеваемся, а так не носим. Нам это как-то непривычно. Все сельские коллективы одеты в традиционные наряды. Женские платья яркие и красочные. На головах разноцветные платки. Это праздничный вариант одежды. Сейчас его достают только по особенным поводам и обязательно надевают на выступления. Если мы будем все считать себя русскими, но да, пусть считают, но ведь русские это разные, да, это есть русский белгородский, там русский, скажем, вологодский, и каждый должен знать свои традиции, свои корни, так и коми должен считать себя, если он коми, знать свои традиции, свои корни, знать, как костюм одевался, как что. Мы не должны быть общим каким-то вот обществом, а должны каждый по себе сохранять свою ячейку, свою идентичность и индивидуальность. Владимир Трошев довольно известный в Республике Коми артист. Он выступает в составе ансамбля народной песни «Гуляночка», а также популяризирует северную культуру в новом, более молодежном формате через интернет. Традиционную культуру я меньше популяризирую, так как, точнее, до этого я хотел именно традиционной культурой заниматься, но все-таки, когда ты находишься в традиционном костюме, это немного отталкивает молодежь. А мы сохраняем язык, пока что, да, занимаемся сохранением языка, и пишем новые песни современные, которые бы отвечали нынешним тенденциям молодежи. Зашла луна, и звезды ярко светят, и соловей горошек завелся. А мы одни с тобой на белом свете, счастливые парочки найти нельзя. А мы одни с тобой на белом свете, счастливые парочки найти нельзя. Ой, ой, моя гармонь, на песне про любви, на свою рекой. Ой, ой,
концерте приняли участие коллективы интинских сел и деревень – Абись, Петрунь, Ерпияк, Адзивавом, Кассивом и поселок Юстедор. Они познакомили зрителей и гостей с народными праздниками и традиционными обрядами. Я родилась в деревне Абись и всю жизнь прожила в этой деревне. Поэтому и родители у меня коми, и мама коми, и отец коми, и я коми. И в семье я тоже разговариваю все время по коми, на коми языке. Сегодня вы прибыли в составе ансамбля? Да, ансамбль народной песни Лемва. Из деревни Абись в составе коллектива Лемва приехали 11 человек. Репертуар абийского коллектива очень разнообразен, но в основном женщины поют на родном коми-языке. Наша деревня очень красивая, находится на правом берегу реки Уса. Мы свою деревню очень любим, и поэтому стараемся, чтобы ездить, показать, что мы живем, что мы поем, что мы радуемся жизни, что мы веселимся. Для наших сельских коллективов этот фестиваль имеет особое значение. К нему готовятся, его ждут с нетерпением. Здесь коми-артисты показывают себя, смотрят на творчество других. Со всеми встретимся, со всеми поговорим. Все деревни же приезжают. Петрунь, Адзивавом, Абись, Ерпияк. Да и из городов приезжают, Сыктывкара, Суйскулом. А мы же не видим такого, А это ж хорошо, когда все встречаемся, поговорим. И настроение у нас поднимается. Вы знаете, так интересно повстречаться с коллективами, со всеми сельскими коллективами мы встречаемся. И очень интересно, что еще сегодня же и приезжают очень много гостей. И очень интересно посмотреть, как они выступают. И себя хотим показать, и их хотим увидеть. В рамках праздничной программы прошло большое награждение работников оленеводческих предприятий. Награды республиканского и местного значения вручали высокопоставленные гости из столицы региона и руководства нашего округа. От имени и по поручению главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба рада приветствовать вас сегодня на этом замечательном празднике народного творчества «Сельские самоцветы», который проходит в преддверии Дня оленевода «Быстроногий олень». Сегодня мы с вами увидим лучшие выступления народных коллективов. Я в предвкушении, я так рада, что сегодня попала на этот праздник. Огромное спасибо Инте, что 2 дня Инта стала местом, где обсуждались вопросы развития оленеводства в Республике Коми. Обсуждались не просто проблемы, но обсуждались варианты решения этих проблем. Поэтому огромное всем спасибо, всем неравнодушным, кто работает в этой отрасли. Всем сегодняшний концерт, я думаю, станет такой красивой точкой нашей двухдневной работы.
Работники республиканских оленеводческих хозяйств, порядка 30 человек, были отмечены званиями «Почетный оленевод Республики Коми», благодарностями главы региона и Госсовета, министерскими наградами, грамотами муниципального образования. Украшением фестиваля стали выступления приезжих коллективов. В этот раз Приполярье посетили артисты из Усть-Кулома, Синдара, Сыктывкара, Харуты и Воркуты. Наш коллектив существует уже 13 лет. Мы поем, исполняем, в нашем репертуаре есть песни и на коми-языке, и на русском языке. Это и народные, и настоящий фольклор, который вот не коснулась его как бы редакция. Также есть песни популярные, и которые у всех на слуху звучат. Мы танцуем немного, в общем, стараемся. У нас самодеятельный коллектив, очень немногие имеют музыкальное образование, просто так на самодеятельность, скажем. Вы знаете, мы уже не впервые в Инте, мы с удовольствием сюда приезжаем, потому что такой радушный теплый прием, который оказывает интинцы, нас заворожил когда-то, и мы продолжаем сюда приезжать. Мы были уже на Терепкер, приезжали, наверное, 4 года назад. И мы тоже участвовали в фестивале «Сельские самоцветы», и также на Оленьполе мы выступали. Нам очень понравилось. Потом мы были на юбилее Центра национальных культур со своим визитом. В прошлом году в марте мы приезжали в полном составе ансамбля, 8 человек нас всего. Мы приезжали с отчетным концертом, выступали в Центре национальных культур. И, конечно, сейчас захотелось очень тоже поучаствовать в таком крупном мероприятии. Очень рады, что попали сюда. Из Усть-Кулома на фестиваль приехали вокалисты Сергей Ефремов и Виктор Уляшев. Последний является победителем юбилейного 30-го республиканского фестиваля современной коми-песни «Василей». Мы вообще в первый раз в Инте. Мы давно очень хотели побывать на этом празднике. Поэтому очень рада, что нам посчастливилось приехать сюда в этом году и посмотреть. Усть-Куломский район гордится прежде всего республиканским праздником «Василей». Он тоже направлен на сохранение коми-языка, коми-традиций. Это праздник современной коми-песни. Мы будем рады видеть ваши коллективы у нас на празднике в следующем году, 13 января, который проходит ежегодно в селе Усть-Кулом. Село Усть-Кулом довольно крупное. В нем проживает около 5000 человек. В основном это коренное население – коми. Усть-Куломский район – один из самых коми-язычных районов. 70% населения у нас разговаривает на коми-языке. Синдер в переводе с коми означает «возле глаза». Этот поселок находится в Кнешпогосском районе, и там есть хореографический коллектив «Сударышка», который выступил на концерте.
Земля Коми богата не только природными ресурсами, но и своей самобытной, неповторимой культурой, людьми, которые бережно относятся к традициям предков и прежде всего стараются сохранить звучание коми-языка. В маленьких селах и деревнях нашего округа живут по-настоящему яркие и самобытные люди. Их многогранная культура и традиции сплелись в ярких старинных платках, в национальных костюмах, в тягучих песнях и длинных хороводах. Сельские самоцветы позволяют нам окунуться в этот прекрасный и удивительный мир.